Кыргызский национальный аграрный университет имени Константина Ивановича Скрябина – флагман сельскохозяйственного образования и учебное заведение для творческой, активной и интеллектуальной молодежи. Имеет ведущий статус в национальном аграрном образовании. Сегодня университет – крупнейший образовательный, научный и инновационный центр страны. В Кыргызском национальном аграрном университете имени Константина Ивановича Скрябина имеется 6 факультетов, 1 институт, 31 кафедра, 4 колледжа, 2 научно-исследовательских института. В университете обучается более 7 тысяч студентов по 38 специальностям и направлениям. Аграрный университет имеет 90-летнюю историю развития и в 2009 году присвоен статус «национальный». Новый этап развития начался в 2010 году с назначением заслуженного деятеля науки, члена-корреспондента Национальной академии наук Кыргызской республики, лауреата Государственной премии Кыргызской республики в области науки и технологии, доктора ветеринарных наук Рыспека Нургазиева. За эти годы была сильно укреплена материально-техническая база вуза за счет привлечения инвестиций на сумму более чем на 165 миллионов сомов. Он также поднял уровень образования, исследований, сотрудничества, образовательной и спортивной деятельности на международный уровень. Аграрный университет стремительно развивается в соответствии с современными требованиями. По материально-технической базе даже опережает другие вузы страны, перенимает и осваивает новые модели, адаптируясь к вызовам времени. Поскольку университет готовит людей к прикладным профессиям, важны практические знания. Точнее говоря, невозможно говорить о качестве образования без современных лабораторий, отвечающих последним мировым стандартам. Имея это в виду, университет добился больших успехов в этой области за последние 10 лет. Мы поняли, что должна быть на каждой кафедре своя научная лаборатория, где будут заниматься и аспиранты, и магистранты, и студенты, и исследователи. Без хорошей научной лаборатории невозможно подготовить хорошего специалиста. Поэтому мы в какой-то степени с гордостью можем сказать, что в 90% мы достигли тех целей, которые были намечены за последние 5 лет. Лаборатория инфекционных болезней животных факультета ветеринарной медицины и биотехнологии закупила современное оборудование для микробиологических исследований и ПЦР-анализа. Благодаря особому вниманию к творчеству научная работа проводилась по 10 национальным и международным проектам. При поддержке международной организации открыта гистологическая и гистохимическая лаборатория патологии животных. Оборудование, соответствующее международным стандартам, было приобретено из Германии. Сейчас проводятся качественные научные исследования. На факультете также есть собственные кабинеты рентгена и УЗИ. Разумеется, невозможно представить главный вуз страны, где готовят ветеринаров, без клиники. Клиника оснащена ультрасовременными аппаратами УЗИ, рентгеновскими лучами, мгновенными анализаторами, более 20 тестов, хирургическими и акушерскими инструментами. Сегодня 60-70% занятий проходят в таких лабораторных и практических условиях. Здесь же находится уникальный музей морфологии, патологии, акушерства и паразитологии животных. Помимо этого, при поддержке фонда Кристенсена был создан Центр биокультурного разнообразия, а также изданы учебники для студентов, изучающих сельское хозяйство. Кроме того, был создан уникальный музей кочевой культуры. 104 студента из отдаленных регионов получили ветеринарные специальности на факультете по проектам Международного фонда сельскохозяйственного развития, животноводства и развития рынка 1-2. И теперь успешно работают в регионах. В то же время в рамках проекта были полностью оборудованы все классы современными учебными пособиями, компьютерной техникой и аудио- и видеоаппаратурой.
Сегодня в ВУЗе созданы все условия для качественной подготовки высококвалифицированных специалистов аграрного сектора. На факультете агрономии и лесного хозяйства при поддержке соседнего Китая открыты лаборатории фитосанитарного контроля и карантина растений, а также генетического анализа. А в рамках сотрудничества с Синьцзянской академией сельскохозяйственных наук была создана кыргызско-китайская исследовательская лаборатория для определения свойств воды и почвы. В то же время ведется работа по определению качества воды, проведению анализа и сельскохозяйственного развития, SD-моделированию сбора и управления водными ресурсами, а также по анализу почвы и сельскохозяйственных культур. Это одна из лучших лабораторий в Центральной Азии, которая предоставляет большие возможности для подготовки профессионалов и ученых высокого уровня. На базе факультета при финансировании проекта JICA японского агентства международного сотрудничества создана лаборатория агрохимии. Было приобретено новое оборудование, отвечающее всем мировым стандартам для анализа качества почвы и растений. Проект расширения органических земель в Кыргызстане успешно реализован на инженерно-техническом факультете, который имеет в наличии трактор «Беларусь» и малые тракторы IHI Star. Кроме того, студенты получают углубленные знания через вырезной стенд, адаптированный к процессу обучения трактора МТЗ-82-1. Также имеется несколько специализированных лабораторий по электрификации сельского хозяйства, таких как светотехника и электротехника, монтаж и автоматизация электрооборудования, электродвигатели и электрооборудование были модернизированы и успешно работают по сегодняшний день. Факультет мелиорации, экологии и землеустройства имеет образовательную и техническую базу высокого уровня для проведения исследований и лабораторных работ. В здании учебного заведения открылся уникальный в Средней Азии музей воды. Созданы лаборатории мелиорации и водного хозяйства, водоснабжения, качества и экологии воды, насосы и насосные станции. Для освоения цифровых технологий введены новые уроки. Например, в базе данных ГИС, оснащенной современными мощными компьютерами, студентов обучают новым инновационным программам ГИС, новым версиям IDEX Top 10i от SuperMap. Аквакультура и демонстрационная рыбная ферма была создана на факультете технологии производства и переработки сельскохозяйственной продукции в сотрудничестве с Университетом Восточной Финляндии при поддержке проекта FishEdu. В хозяйстве выращивают форель и карпа, а в центре аквакультуры есть электронная библиотека с собранием мировой литературы по рыболовству. В настоящее время производство качественных и чистых продуктов питания является одним из важнейших вопросов. Однако не хватает технологов, таких как переработчики сельхозпродукции и логистики. Учитывая это, университет участвовал в проектах программы Европейской комиссии Erasmus+, а открытие новой виртуальной лаборатории логистики на факультете стало большим вкладом в качество обучения студентов. На факультете экономики и менеджмента при финансовой поддержке ТИКа создан современный учебно-информационный и консультационный центр, где фермеры со всех регионов имеют возможность пройти обучение и получить соответствующую консультацию. Благодаря стремительному развитию IT-технологии ВУЗ не отстает и внедряет новые разработки в аграрной сфере. Лаборатории автоматизации сельского хозяйства с использованием новых технологий, открытой при Институте информационных систем и дистанционного обучения в рамках немецкого проекта DAAT. Студенты пишут программы, создают робототехнику, строят умные теплицы и дома. Университет является лидером в развитии международных отношений, который активно сотрудничает с более 20 зарубежными учебными заведениями. За последние годы более 400 преподавателей и 225 студентов прошли стажировку за рубежом для повышения качества образования. Кстати, в последнее время особое внимание уделяется изучению международных языков в университете, который включен в международную интеграцию в развитии высшего сельскохозяйственного образования. Английский и немецкий языки углубленно изучаются в специально организованных языковых классах.
Впереди еще большие цели для успешного продолжения революции в системе сельскохозяйственного образования. В целях продвижения инновационных технологий в сельском хозяйстве, усиления интеграции в сфере образования, науки и промышленности ведется работа по созданию научно-инновационного парка сельскохозяйственных технологий. Также впереди стоит задача реализовать проект «Сельское хозяйство 4.0». Поднять престиж университета, престиж сельского хозяйства, обеспечить продовольственную и биологическую безопасность. Вот эти два крупных проекта мы должны реализовывать. Вот мы над этим работаем. Университетское сообщество, которое уделяет приоритетное внимание исследованиям, также добилось больших успехов в этой области. Благодаря неустанным усилиям и исследованиям, рост докторов наук по сравнению с 2011 годом увеличился на 68%, профессоров на 83,3%, кандидатов наук 57,6%, доцентов на 25,8%. Университет также подготовил ученых и видных государственных деятелей с почти вековой историей. Среди них всемирно известный народный писатель Чингиз Айтматов, трехкратный герой труда Таштанбек Ахматов. В университете были открыты музеи и центры в честь выдающихся личностей. В университете, помимо подготовки специалистов-аграриев, особое внимание уделяется и на воспитание развитых со всех сторон, духовно богатых и нравственных личностей. Вместе с тем при вузе функционирует студенческий совет, молодежный комитет и эстетический центр. Сегодня выпускники данного университета работают не только во всех регионах Кыргызстана, но и в странах ближнего и дальнего зарубежья, добиваясь успеха в различных секторах экономики. Из этого следует, что Аграрный университет имени Константина Ивановича Скрябина доказал свои преимущества, свою жизнестойкость на протяжении многих десятилетий и, конечно, отстаивает путь в качественном образовании.